Ребята, всем привет! Перед началом ролика хотел сделать небольшое объявление. Одна, наверное, из самых таких серьезных проблем страны, ребят, это нехватка работы. Особенно это касается отдаленных уголков, это деревни, поселки, села. Печально наблюдать картину, ребят, как вымирает деревня, поселок. Раньше там кипела жизнь, были колхозы. Ну, сейчас в наше время, ребята, все это развалилось и работы по местности просто нету. И сегодня хотелось именно поговорить, ребята, о работе вахтовым методом. Я сам лично из поселка, и многие мои друзья, знакомые работают именно вахтой, уезжают в другие города и зарабатывают денежку именно таким образом. Республика Коми, ребята, поселок Жешерт, Жешерский ЛПК, местные должны понять и понимают, о чем я говорю. В данный момент, ребята, идет мощный набор именно рабочей категории. Водители, слесаря, электромонтеры, грузчики, погрузчики. В общем, ребята, в данный момент идет набор вахтой. Завод уже, ребята, стоит крепко. Недавно был у него юбилей. И в целом предлагает хорошие условия, ребята. Зарплата от 50 тысяч. Предлагает общежитие. Помогает с медосмотром. В общем, ребята, хорошие условия для вахты. Местные или приближенные уголки предлагаю, ребят, именно, если нет вариантов, обратиться именно туда. Все координаты, ребята, все ссылочки, номер телефона и почту оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Ребята, будем жить, будем работать, будем зарабатывать. Приятного просмотра. Ну что, все собрали. Сегодня у нас лайтовый выход. Быстренько все. Рюкзачок, наживка. Свет гасим. Вперед.
Что-то тут у нас есть какой-то рыб. Сейчас почистим. Лед, это уже хорошо. Ну тоже, наверное, так можно штавные удочки поставить. Я взял, чтобы десяток. Не замерзают, да, смотри, закопанный? Да, что, я же говорю, можно рыбачить. Ну что, погнали. Наших городских поближе к деревне. Ух ты, какие подачи. Кипят, да? Геннадьевич, там, слышь, Не налимли? не знаю, за лед зацепился еще. За лед чем? Крючком? Наверное, сейчас дадим погулять. Вот, смотри, за лед. Не знаю, что зацепилось. Сейчас попробуем. Вот это плохо, надо здесь лунки немножко подискосок. А, ну да. Вот, смотри, зацепился и все. Надо веточку рогатулечку, да? Что-то надо такое, не знаю. А вот так вот бурить надо. Да, подискосок надо. Вот, цепляется и все. Не могу понять, чем. А рыба дергает там. Рыба, да, сидит. Сейчас подождем, может. Цепилась. Надо веточку какую-то дать, скорее всего. Блин, плохо, ребята, плохо. Рыбка есть. Вот тут цепляет. Я не могу понять, чем. За что зацепилась. Крючком, походу. Грузил, он зацепился, понял. Тащи. О, Изёк? еле зацепился. Еще есть, да? Нет, больше нет. Связь. Изёк. И слабо, да, зацепился? Да, Еле. висел. Вообще на губе, смотри, висел. Мог бы уйти, но он не ушел. Если ясь пошел, значит, может, и на малявках что-то есть. Дай бог, Геннадьевич, не знаю. Так что, может быть, еще не так все печально. Дай бог. Так. Ну, один ясь, ребята. И все. И все, мормышка. Ладно, сейчас цепляем, насаживаем. Червей я взял, так что все хорошо. Так, но остальные вроде не загнуты, ребята. Один язык, и то чуть не сошел. На дробену бы, конечно, было бы получше. Ну ладно, что есть. Что есть, что есть. Что есть, то есть, ребята. Короткий сегодня выход. Надо быстро все проверить. Иначе меня оставит. И я сегодня, ребята, буду один в деревне. Завтра поеду один. Все, погнал. Погнал работать. Все, вот так ставлю, ребята. И отлично. Немножко грязи на стопоре. Вот так в целом все чистенько. Ёрш, что ли, ну. Геннадьевич, вон кто вчера звенел. Вон кто вчера звенел. Ну. Так что... Да, его на налиму надо. Заглотил про. Давай сохраним. Заглотил. Ну, вот вчера кто-то звенел тут, ну, когда мы вечером останавливались. Наверное, вот ерши. Заразы такие. Ну вот, зараза, еж попался.
Геннадий сейчас его на продольник. Ну, а мы здесь добавим свеженьких червячков везде. Очень красиво, ребят, смотрите, как солнце. И так оно низко. И какой-то циклон идет. Возможно, снег будет. Вот свеженьких добавим для запаху. Все, погнали. Опа. Трава вот немножко надо тоже чистить. Здесь ёрш был. Ну вот, такой изёк, ребята. Комбайны отработали ночь. Ну, пока прям такого вала нету. Может, место неправильно. Течение у Геннадьевича уже очень сильное. Грузил в основном 84 грамма. Прям тащит его. Хорошо так. Палки, смотрите, ребят, как шатает. Может, где-то поспокойнее бы, поинтереснее бы было. Язь бы там попадался. Ну, вторая рыба, точнее, третья на комбайн. Не знаю. Переносить смысла есть, нету. Так как на палке езя тоже не особо попадается. Вообще вчера ничего не было. Ладно. Так, ну что, Чайковского. И начнем проверку. Проверять надо, ребята. Ну, так попали. Точнее, я попал. До этого вот рыбалка шла. Неделя хорошая была. Вот приехал и как отрезало просто. Все местные вот. Что ниже ребята 30 километров рыбачат. Что выше ребята до самой деревни. Сколько мы ездим? Ну, километров 7-8. И вот вижу людей километра 2 ходят. Там проезжали. Вот такие налимчики попадаются и все. Печора тоже такая, она интересная река. Она богата рыбой, но она может кормить прям жестко, а может просто вообще не давать ничего. Ладно, будем. Ладно, Печора, давай увидимся. Не дает рыбу, ребята, не дает. Красота, ребята. Вот природа красивая очень. Север, он коварный, но он и красивый, и он жестокий, он и мягкий, он по-своему его любят. Кто не был, ребят, в таких регионах, вот обязательно как-нибудь съездите. Вот я имею в виду южные районы. Съездите, ребята, побывайте, поморозьтесь. Это очень круто. Красота своеобразная. Вот и добрались до дома, ребят. Деревушка. Вот так люди живут. Старые домики. Дороги даже не чистят. В этом году, говорит, почистили после урагана. После бури. Охренеть. Вот такая техника для деревни, конечно, просто супер. Все, остался один. Геннадьевич поехал по делам. Вернется завтра. Ну, скорее всего, даже не с утра, потому что не получится у него с утра приехать. Я, наверное, с утра, ребята, еду один проверяться. Поеду сразу жерлицы проверять, так как сегодня не получилось по времени, просто не успевали. Рыбалка не идет, ребята. Каждый день что-то там штучная рыба, ясь, хариус. Ну, поймали бонусы. Ну, как бы не за это приезжено. Хотелось бы, конечно, порыбачить, попробовать на комбайны. Вот эти поклевки. Но рыба остановилась и не идет рыбалка, ребята. Ну, в общем, даже не в этом дело. Все-таки смена обстановки. Геннадьевич навестил, развеялся, тоже надо. Но в последнее время там неприятные моменты. Надо было все равно развеяться. Ну, пока что, ребят, надо приготовить покушать, протопить печку. Буду сегодня хозяйничать я здесь сам. Вот такой маленькой избенке. Уютной, теплой. Есть свет. Печка теплая. Что еще надо для жизни, да, ребята?
кушать. Продукты есть у нас. Картошка, пельмени там привезли, хлеб, колбаса, чай, все есть, ребята. Так что живем. Ну а завтра уже поглядим. Хорошо в деревне, говорит, летом. Ну и зимой тоже неплохо. Прибрался, помыл посуду, протопил печку, ребята. Сейчас закрою юшку и можно ложиться спать. Уже на дворе темень. Рыбацкие будни, ребят, в одного сегодня проходят спокойно. Я расслабляюсь, немножко отдыхаю. Есть о чем подумать. Люблю один читать. Люблю очень электронные книги и вот разные, всякое вот мне заходит, когда вот именно вот какое-то такое одиночество, вот какой-то такой атмосфере. Что, ребят, поваляюсь, лягу, пораньше встану, пораньше.
По темну, конечно, не поеду. Ну, в часиков 7-8 будем стартовать, наверное, потому что Геннадьевич не приедет. Приедет только после обеда, не знаю. Потому что еще даже не по времени не объяснился он. Ну, в общем, завтра поедем на проверку одни. Все, ребята, до завтра.